При подготовке к ЕГЭ огромное значение имеют не только знания, с которыми выпускники придут на экзамены, но и правильный психологический настрой, уверенность в своих силах. И здесь роль семьи, родителей невозможно переоценить. Поэтому Рособорнадзор реализовал данную акцию, чтобы родители смогли сами принять участие в пробном ЕГЭ, познакомиться с правилами и процедурой экзамена и объяснить их своим детям. Металлодетектор, рамки, при себе только паспорт и черная гелевая ручка. ЕГЭ по истории для родителей почти ничем не отличается от экзамена, который сдают выпускники школ, за исключением одной детали. Результаты этого испытания никак не повлияют на их будущее. Все, что нужно для успешной сдачи итоговой аттестации, собранность с мыслями и серьезный подход к заданиям, считает Танзила Дугиева. Ее старшему сыну в скором времени предстоит пройти это испытание, поэтому Танзила Дугиева решила увидеть весь процесс своими глазами. История – один из предметов по выбору, который выпускники сдают в том случае, если результаты этого экзамена требуются для поступления в вузы. Настоящий экзамен длится 3 часа 30 минут, то сегодня дается более сжатое время – полчаса. Выслушав инструкции о правилах проведения итоговой аттестации, родители приступают к выполнению заданий. Во время проведения экзамена вам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 6-й год подряд в акции «Сдаем вместе» участие принимает министр образования и науки Ингушетии. Это мероприятие Эсет Бокова считает больше психоэмоциональным, чем интеллектуальным. Его главную эффективность видит в возможности родителям окунуться в атмосферу проведения госэкзамена и лично убедиться в объективности и прозрачности ЕГЭ. Непосредственно сам единый государственный экзамен, он не столько является испытанием, сколько возможностью, не покидая республику, а иногда и свой населенный пункт, стать абитуриентом, ну и студентом лучшего вуза страны. Участие в акции принимают высокопоставленные лица республики, депутаты, министры, сенаторы. Не остался в стороне и член Совета Федерации Федерального собрания России Мухарбек Барахоев. По его мнению, благодаря всероссийской акции каждый может на собственном опыте узнать все этапы экзамена. Задания, которые здесь даются выпускнику для выполнения, они соответствуют программе, по которой они обучались 11 лет. И ничего волнительного здесь нет. Задания, хотя и тяжелые, но любой выпускник может одолеть их, выполнить на хорошие баллы. В акции приняли участие около 20 родителей. ЕГЭ по истории участники сдавали впервые. В нынешней ситуации знать исторические факты очень важно не только подрастающему поколению, но и взрослым освежить в памяти, отмечают организаторы. Данная акция помогает и выпускникам, и родителям, и педагогам снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к единому государственному экзамену, а также показать родителям процедуру проведения самого экзамена. Показать, насколько все проходит законно, что права участников не ущемляются. Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» продлится до конца марта во всех регионах России. Такое мероприятие проводится ежегодно и пользуется большой популярностью. Принять участие могут не только родители, но и представители СМИ. Малика Измайлова, Султан Магушков, Магаз 24.